самые главные и актуальные новости дня в эфире информационной программы «Хаберлер». Сегодня пятница, 23 декабря. В студии Фадимия Сейтмамут. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. В Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. В Симферополе пытались поджечь офис предпринимателя Ришата Усманова. В Симферополе идет последняя подготовка к новогоднему концерту. Об этом и не только смотрите в нашем выпуске. В Москве завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась почти 4 часа. За это время президент успел ответить на 67 вопросов от 48 журналистов, как российских, так и иностранных. Темы разные, они касались и внутренней, и внешней политики. К сожалению, нашей съемочной группе не удалось задать вопрос президенту. Подробнее сюжет о конференции смотрите далее. Всего было аккредитовано более 1400 представителей СМИ. Для Владимира Путина это уже 12-е подобное мероприятие. Большинство вопросов затрагивали внутрироссийскую проблематику. Экономика, социальная сфера, налоги, громкие коррупционные дела, допинговые скандалы в спорте, важные инфраструктурные проекты. Большое внимание уделили Крыму. Отвечая на вопросы крымских журналистов, президент России Владимир Путин заявил, что Черноморнефтегаз завершил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. Хочу вас проинформировать, что Черноморнефтегаз закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие 2-3 дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым. Это означает, что задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт. Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма, то есть строительства новых гостиниц, отелей и так далее, развитие инфраструктуры. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время. Также Владимир Путин рассказал, как введение Крымского моста скажется на сфере туризма. Я просто нисколько не сомневаюсь, что с введением вот этого Керченского моста и объем туристических поездок резко возрастет. Мне бы очень хотелось, чтобы высокотехнологичные сферы развивались в Крыму, чтобы они не нарушали окружающую среду, не наносили ей какого-то ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места. Здесь есть вопрос. Какой? Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по Российской Федерации. По Российской Федерации у нас где-то 35 тысяч в среднем. В Крыму 24 с небольшим, 24 с половиной. В Севастополе чуть побольше, 25 с небольшим. Но я уверен, и это выровняется. И это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти, регионального, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. На конференции присутствовала также съемочная группа телеканала «Миллет». Мы связались с нашим корреспондентом Асаном Абибуллаевым. Он расскажет об итогах большой пресс-конференции президента. Салям алейкум, это Асан с Москвы. Только что закончилась большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. К сожалению, нам не удалось задать вопрос. Возможно, хотя мы очень пытались, но тема Крыма все равно не обошла стороной эту пресс-конференцию. И уже из года в год тема Крыма и вопросы Крыма всегда поднимаются. Так поднялся вопрос, и президент России анонсировал, что скоро будет в Крыму российский газ, большой газ, буквально на днях. И также рассказал о ходе строительства Керченского моста. Ему предложили выбрать название моста самому, то есть или Керченский мост,
или какой-то там Крымский мост. Вот, и он как бы остановился на понятии как бы Керченский мост, чтобы так она как бы и осталась, что это хорошее название, которое прижилось. В общем-то, говорит о том, что тема Крыма всегда актуальна, и президентом России и самим правительством делается все для того, чтобы Крым стал действительно процветающим субъектом Российской Федерации. Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 50 минут. Вопросы смогли задать помимо российских журналистов представители 7 иностранных СМИ. Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция в 2008 году. Тогда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов. Султания Ситакаева, Левиза Сейтбелялова, телеканал Миллет. Глава Республики Крым, председатель антитеррористической комиссии в Республике Крым Сергей Аксенов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Сергей Аксенов подвел итоги работы комиссии по борьбе с терроризмом. В этом году проведено 7 заседаний, сегодня проводим 8-е. План работы комиссии в целом выполнен. В текущем году принято 5 республиканских и 36 муниципальных нормативных правовых актов. Они направлены на совершенствование деятельности комиссии, предупреждение террористических угроз, внесение изменений в государственные и муниципальные программы в сфере профилактики терроризма. Финансирование антитеррористических мероприятий осуществлялось в рамках 6 государственных программ, а также бюджетных средств по основной деятельности органов исполнительной власти. 15 программ и 2 плана предусматривают финансирование муниципальных образований. Объем запланированных средств на обеспечение комплексной безопасности и проведение антитеррористических мероприятий в Республике Крым составил более 500 миллионов рублей. Это более чем в 6 раз превышает В Симферополе состоялась 4-я конференция Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ходе конференции подвели итоги работы за период с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года. Избрали секретаря Крымского регионального отделения партии «Единая Россия», обсудили основные задачи Крымского регионального отделения партии на 2017-2019 годы. Кроме того, избрали делегатов на 16-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоится 21-22 января 2017 года в Москве. В Госсовете приняли законопроект об утверждении премии великого просветителя российских мусульман Исмаила Гаспринского. Идея создания награды такого уровня принадлежит депутату Государственной Думы 7-го созыва из Республики Крым, заместителю председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслану Бальбеку. По словам депутата, это решение поддержал глава республики и Общественная палата, а также парламентарии. Нововведение показывает, что крымчане как никогда едины. Руслан Бальбек считает, что подвижник евразийства Исмаил Гаспринский – выдающаяся личность мирового масштаба. Это человек, который действительно является той личностью, которая заслуживает для того, чтобы была учреждена подобная награда за вклад в межнациональное и межконфессиональное согласие, за культурное и духовное развитие народов Крыма. Такой награды нету ни на федеральном уровне, ни в одном из субъектов Российской Федерации. В Доме крымского правительства состоялось пленарное заседание Общественной палаты Республики Крым, в ходе которой был рассмотрен вопрос взаимодействия гражданского общества Крыма с депутатами Государственной Думы Российской Федерации. В мероприятии приняли участие депутаты, избранные от Республики Крым: Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Михаил Шеремет и Светлана Савченко. В ходе заседания Руслан Бальбек поблагодарил за приглашение и отметил, что плечо федерального центра – это на сегодняшний день фундамент благосостояния и развития Крыма. Вот в частности, в стенах Государственной Думы обсуждался вопрос по поводу того, что зачастую обращение граждан, либо даже обращение депутатов Государственной Думы, парламентариев, субъектов Российской Федерации, либо в нарушении закона об обращении граждан остаются безответны, либо предоставляются неполные ответы. Поэтому сейчас разрабатывается пакет изменений в законопроекты действующие, как в административный кодекс, так и в уголовный, для того, чтобы сделать более весомым обращение любого гражданина, для того, чтобы голос каждого был слышен в стенах Государственной Думы. Помимо этого, представители Госдумы отчитались о проделанной работе за уходящий
уходящий год. Константин Бахарев рассказал о том, что в проекте федерального бюджета учтены те вопросы, которые ставили власти Республики Крым. На уровне 2016 года сохранен уровень поддержки крымских аграриев, что, на мой взгляд, также важно, учитывая, какое значение мы придаем развитию сельскохозяйственной отрасли Крыма. Отдельной строкой в объеме 2 миллиарда рублей предусмотрено финансирование на строительство детских дошкольных заведений для Республики Крым и Севастополя. По словам депутатов Государственной Думы, в налоговом кодексе на 2017-2018 годы была сохранена нулевая ставка налога на добавленную стоимость на авиаперевозки в Крым. Это будет способствовать удешевлению стоимости перелетов и увеличит количество пассажиропотока в период курортного сезона. Помимо этого, депутаты рассказали о том, что до 2019 года продлен срок, на который крымчане освобождаются от уплаты государственной пошлины на недвижимое имущество. Депутаты считают, что такие взаимодействия между общественной палатой должны носить системный характер. Такие встречи нужно проводить регулярно. Сабрия Халиляева, Али Маметов, телеканал Миллет. В Крыму до 1 января 2018 года продлено предоставление земельных участков участникам так называемых полян протеста. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина. В текущем году был принят порядок, в соответствии с которым земельные участки для удовлетворения потребностей граждан для жилищного строительства могут подбираться из земель республиканской собственности. Ранее председатель Госкомнадзора Заур Смирнов сообщил, что в селе Мирное Симферопольского района определен массив, где будут выдаваться земельные участки гражданам-очередникам, бывшим участникам полян протеста. На данном массиве расположен 3791 участок. По словам главы ведомства, здесь будет расположено более 3000 жилых домов. Сегодня в Симферополе пытались поджечь офис местного предпринимателя Ришата Усманова. Сгорели таблички на двери офиса с названием «Фирм». Входную дверь облили керосином. На место происшествия выехала наша съемочная группа. Сегодня утром Ришата Османова ожидал неприятный сюрприз. Подъехав на работу, он обнаружил попытку поджога своего офиса. В результате сгорели офисные таблички с названием фирм, а сама дверь была облита керосином. Злоумышленник оставил на пороге даже спички. Если бы офис загорелся полностью, то бы загорелся в жилой дом. Вот тогда мы видели бы ущерб и смерть людей. Тут должны уже работать правоохранительные органы и видеть все это, к чему это могло привести. Как сообщили сотрудники полиции, которые приехали на место происшествия, этой работой также будет заниматься внутренний отдел расследования МЧС. Именно они и будут делать экспертизу. Попытку поджечь офис Ришат Бей расценивает как очередную угрозу. Ровно 10 лет назад убили моего старшего сына за его политическую деятельность. И вот буквально 2 дня назад исполнилось 10 лет, как мы его похоронили, и какое-то, опять же, такое же предупреждение идет в мою семью, что якобы напоминает нам о старом том следе. Буквально этой осенью прошел форум в Ялте со встречей президента Владимира Владимировича Путиным. И мой сын был на встрече и поблагодарил президента за то сделанные работы, которые у нас сегодня делаются для крымских татар. И вот и пошли на Инстаграм моему сыну Ибраиму угрозы. То, что оно повторяется, то же самое было 10 лет назад старшему сыну. Я не знаю, кому это нужно. Ришат Усманов надеется, что правоохранительные органы проведут расследование и смогут найти и наказать злоумышленника. Диляра Шевкетова, Мир Мустафаев, телеканал Миллет. В Крыму продолжается модернизация международного аэропорта Симферополь. Сколько будет стоить новый аэровокзальный комплекс? Когда он будет полностью построен и на каком этапе сейчас строительства? На все эти вопросы ответит наш корреспондент Султания Ситакаева. Проект нового аэровокзала под названием «Крымская волна» спроектирован южнокорейской компанией «Самоархитекст». Предполагается, что на площади перед аэровокзальным комплексом построят гостиницы и бизнес-центры, а между ними появятся 2 дельтаобразных бассейна с каскадами фонтанов. И уже сегодня вечером строители завершат заливку железобетонной фундаментной плиты в здании нового терминала. Руководитель проекта компании технического заказчика строительства аэровокзального комплекса Андрей Гулак рассказал, что для заливки фундаментной плиты будущего здания было использовано 28 тысяч кубометров бетона и 7500 тонн арматуры. Происходит заливка последних кубических метров бетона в фундаментную плиту здания ВК. Сегодня к вечеру эти работы будут закончены, и мы сможем констатировать, что мы закончили на 100% работы по устройству фундаментов здания аэровокзального комплекса.
Также происходят работы по бетонированию вертикальных конструкций, перекрытий. На данный момент завершены работы по бетонированию 37% конструкций первого этажа и 15% конструкций второго этажа. На данном этапе смонтировано уже 410 тонн из запланированного объема 4200 тонн. Как отметил директор по строительству международного аэропорта Симферополь Дмитрий Черненков, строительство нового аэровокзального комплекса осуществляется в строгом соответствии с графиком и не остановится даже на время новогодних праздников. Работы ведутся в 2 смены. На площадке одновременно в пиковое время присутствует до 1300 рабочих, более 60 единиц техники. Также Дмитрий Черненков отметил, что поставлена задача построить лучший региональный аэропорт в Российской Федерации. Здание будет отвечать самым современным требованиям и иметь пропускную способность 3600 пассажиров в час, что составляет примерно 6,5 миллионов пассажиров в год. Оно будет оборудовано 28 лифтами, 18 эскалаторами, будет иметь 8 телетрапов для комфортного выхода к воздушным судам. Новый терминальный комплекс площадью 78 тысяч квадратных метров обойдется в 32 миллиарда рублей. Строительство нового аэровокзального комплекса полностью будет завершено в марте 2018 года. Султания Ситакаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Сегодня к юристам Госкомнадза жители Евпатории обратились с вопросами о получении гражданства, социальных выплат, справок о реабилитации и оформлении недвижимости. Мать 3 детей Гульнара Ибрагимова пришла на консультацию, чтобы узнать, имеет ли она право получить материальную помощь на завершение строительства своего дома. Сегодня она проживает в съемной квартире, но проблема в том, что собственник жилья хочет продать помещение. Обратилась за помощью, чтобы помогли мне хотя бы на кровлю достроить дом и переехать лично в свой дом, так как я проживаю на съемной квартире. Квартира у меня бесплатная, никаких условий нет. Плачу только за услуги, за свет, за воду, за мусор. Уже рассчитываю хотя бы накрыть крышу, поставить хотя бы в 2 комнатах окна и переехать лично в свой дом. Ибрагим Умеров обратился к юристам узнать, будут ли распределены и выданы земельные участки на так называемой поляне протеста, образованной 8 лет назад. Самозахват находится по Черноморскому шоссе недалеко от микрорайона Исмаил-Бей. Также мужчина отметил, что предоставление бесплатной юридической консультации – это большая помощь крымчанам. Все обещают, что будет распределение этих участков, будет размежевание. Ждем, и никаких пока нам новшеств по этому вопросу никто не предоставляет. Это юридически подкованные люди, они, конечно, на сегодняшний день знают больше, чем простой народ, и они как-то должны информировать людей. У ветерана труда Нурье Меметовой проблемы с жильем. В очереди на получение квартиры она стоит уже давно. Льготы. Так как у меня нет жилья, 50% льготы я не имею. Сказали, напишите отказ. 500 рублей положено по этой справке. Но я, как ветеран труда, я отработала 40 лет на производстве. Я конструктор высшей категории. 40 лет отработала, заслужила 500 рублей ветеранских. Теперь они мне говорят, раз вы получаете ветеранские, эти 500 рублей вам уже не положено. Вот я хочу внести предложение, чтобы те, у кого есть справки о реабилитации, получали 500 рублей, положенные по этой справке. Юристы посоветовали Нурье Меметовой направить заявление для рассмотрения в Госкомнац. Сегодня на очередном выездном приеме граждан в городе Евпатория было принято порядка 20 человек. Граждане обращались к нам с различными вопросами. Основные вопросы касались получения гражданства Российской Федерации, получения льгот по справкам реабилитации репрессированных народов. Гражданам были даны разъяснения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сегодня к нам также обратилась гражданка со следующим вопросом, вопрос, который касается получения льготы, а также компенсации, то есть это 500 рублей по справке о реабилитации. Бесплатные юридические консультации в регионах Крыма проводятся каждую пятницу. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Госкомнадза. Алимия Кайбулаева, Руслан Хохлов, телеканал Миллет.
Елка дружбы. Именно так назвали новогоднее детское представление, подготовленное Домом дружбы народов и Государственным комитетом по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Ежегодно этот праздник собирает десятки крымских детей. Этот год не стал исключением. Зал постепенно наполняется детьми и взрослыми. Все они в ожидании долгожданной новогодней сказки. И вот, несколько минут, и сцена наполняется светом, декорациями, музыкой, и зал становится местом, где осуществляются все мечты. На сцене появляется всем известная героиня мультфильма «Холодное сердце» принцесса Эльза. Юные зрители и их родители полностью погружены в зимнюю сказку и уже готовы дарить аплодисменты. Таких праздников симферопольцы ждут с нетерпением, отмечают организаторы. И важно, чтобы они проходили на высоком уровне. Оно у нас проходит ежегодно. И на этот праздник, как правило, у нас собирается очень много желающих деток, которые подают даже заранее заявки с начала года на это мероприятие. Участвуют дети разных национальностей. И что очень отрадно, национально-культурной автономии с большим удовольствием также принимают участие в данном мероприятии. Почти двухчасовая программа, песни, танцы, игры со зрителем, световое шоу и креативные костюмы. Все это, бессомненно, не оставит равнодушным никого. Новогодний праздник доставил массу приятных впечатлений каждому из детей. И это было видно по их улыбкам и блеску в глазах. Они активно участвовали в конкурсах, танцевали, пели. Дети танцевали. Они выступают в России. Что же там? Да. А что именно нравится? Как девочки танцуют. Еще что экран большой, можно посмотреть, какая магия происходит. Я привела свою любимую дочечку Дианочку. Мы пришли на спектакль посмотреть. Очень понравилось. Замечательные, талантливые детки, красивые костюмы, декорации. Побольше таких праздников было устроенных. Очень красиво. Помимо концертной программы, в холле Дома профсоюзов для детишек подготовили доску пожеланий. Каждый ребенок мог написать свое желание. Я хотела пупс. А ты что попросила? Молодец. Детский мороженое. Я автомат Калашников. В праздничном мероприятии приняли участие более 300 человек. Всех гостей концерта поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством. Султания Ситакаева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. 24 декабря в Крымско-Татарском академическом театре состоится грандиозный концерт, посвященный Новому году. Здесь примут участие представители крымско-татарской эстрады, победительница полуфинала «Турквижн» в Крыму Алсейда и специальный гость из Дагестана. Вчера вечером заслуженный артист Республики Дагестан Руслан Гасанов прибыл в Крым. В аэропорту звезду встречала и наша съемочная группа. Несмотря на то, что Руслан Гасанов впервые в Крыму, говорит, по прибытию на полуостров его переполнили самые теплые ощущения. Артист говорит, не мог отказать братьям крымским татарам в участии на концерте. Ну как я могу отказать нашей братской республике? Я приехал сюда с большим удовольствием, подготовил целую программу, несколько композиций. Я думаю, все, кто придет, поддержит. Сделаем все так, чтобы никто не пожалел о том, что потратил время и пришел на концерт. Кавказского певца встречали его соотечественники, проживающие в Крыму, организация «Дружба народов Крыма» и наша телевизионная группа во главе с заместителем генерального директора телеканала «Миллет» Сусаной Халиловой. Вот идут последние приготовления к нашему грандиозному гала-концерту. И вот мы сейчас находимся в аэропорту Симферополя, где встретили «Золотой голос Кавказа», певца из Дагестана Руслана Гасанова. Мы хотим выразить огромную благодарность телеканалу «Миллет», организации «Дружба народов Крыма», которая нам сделала такой вот предновогодний подарок для наших телезрителей. Руслан Гасанов – аварец по национальности, окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета в 2009 году. На вопрос, как представитель такой серьезной профессии связал свою судьбу с вокалом, певец ответил, что в каждом из нас есть частичка творчества. Юристы, они все по своей сути творческие люди, так как приходится с разными темами сталкиваться. Ну, мне такой подарок от Всевышнего, что работая, допустим, юристом долгое время, я как-то могу совмещать с любимым делом, потому что музыка — это все-таки хобби, это любимое дело. Говоря о крымских татарах, певец отметил, что у него немного друзей среди нашего народа. Все, что, по крайней мере, знаю я, это все такое приятное, открытое и доказательство тому, что происходит сейчас. Приехав сюда, я здесь нахожусь не так долго, минут 10-15. Такое ощущение, как будто я здесь уже был
Не знаю почему. «Голос Кавказа» Руслан Гасанов признается, хотел бы побольше пробыть в Крыму. Однако после участия на концерте на следующий день он планирует вернуться на родину. 27 декабря в Дагестане Руслан Гасанов проведет сольный концерт. Абдулла Джосман, Фадиме Ситмамут, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Искусство без преград. Семиклассница Эльзара Суфьянова доказала, что, несмотря на проблемы со здоровьем, развивать свой талант и быть успешным возможно. Недавно она заняла 2-е место в Крымском республиканском фестивале одаренных детей «Шаг навстречу». Девочка с детства поет, но профессионально вокалом пока не занимается. О целях и мечтах юной Эльзары расскажет наш корреспондент Мухаммед Зикирияев. Эльзара Суфьянова – это талантливый, целеустремленный и ответственный человек. Несмотря на то, что она практически ничего не видит, девочка стремится принимать участие в различных конкурсах и вести активный образ жизни. В этот раз Эльзара представила свою школу на всекрымском конкурсе «Шаг навстречу». Она исполнила песню «Алтын юзык». Жюри присудили девочке почетное 2-е место. Алтында юзу кесілмес, дердімде арта эксілмес, күнде де юз бинда несін көрсем, бірісі саңа бенземес. Мама Эльзары рассказывает, девочка родилась абсолютно здоровой. Однако к 5 годам у Эльзары развилась опухоль головного мозга. Понадобилась срочная операция, после которой девочка практически потеряла зрение. Мама признается, сейчас Эльзара полностью приспособлена к обычной жизни. Помогает по дому, особенно любит готовить на кухне. В школе очень нравится. И я иногда вот в такую погоду боюсь ее отпускать. Китме балам дейм, тайгыч юллар, йықларсын. Yok, ana gideceğim kızlarıma звонит ете у подружкасына, bu подружкасына, зайдете за мной, келіп алып кетелер, ellerinden tutup, iki taraftan, науле алып барып алып келелер, пек бегене мектепе бармая. Эльзара учится в Кольчугинской школе номер 2 с крымско-татарским языком обучения. Рассказывает, в школу ходит с большим удовольствием. Ее любимый предмет – крымско-татарский язык. Я с раннего детства пыталась петь. Иногда даже моя старшая сестра мне говорила: хватит петь. Я просто ходила по дому и пела. Потом через некоторое время уже брала телефон в руки, музыку включала, пыталась точно так же петь, как поют в песне, да, артисты. Вроде бы получалось. Мне самой не очень нравилось. Потом учительница сказала, что получается. Просто надо заниматься побольше. Заместитель директора Кольчугинской школы Зикия Аметова отметила, что Эльзара очень старательная ученица. Преподавать для таких ребят одно удовольствие, признается Зикия Ханум. Сейчас девочка учится уже в 7 классе. За все время обучения девочка показала себя только с хорошей стороны. Она является умничкой, она является очень способной и одаренной девочкой. Мы поздравляем нашу девочку с победой в конкурсе «Шаг навстречу» и желаем ей больших творческих успехов, и пусть она всегда будет здоровенькой и крепкой. София Идрисова и Эльзара Суфьянова дружат с детства. Призовое место Эльзары на конкурсе «Шаг навстречу» порадовало всех близких. Я с Эльзарой уже дружу долго. Мы с ней живем в одном селе, на одной улице. Мы с ней летом выходим погулять на улице, подышать свежим воздухом, разговариваем, слушаем музыки. Мне очень нравится, как она дружит со мной, что она поддержит в трудную минуту. Учителя школы Эльзару Суфьянову приводят в пример всем ученикам. Действительно, такие люди еще раз убеждают в том, что никогда нельзя терять веру в лучшее. Эльзара, несмотря ни на что, надеется, что когда-нибудь она сполна сможет насладиться всеми красками мира. Ее мечта – стать известной исполнительницей. Мухаммед Зикирияев, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». В Москве состоялось одно из самых примечательных событий в мире российского олимпийского бокса. Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова среди юношей 2002-2003 года рождения. Крымскую сборную представляли 4 юных боксера. Из них 3 вошли в сборную России. С одним из них, Александром Цисовым, и его тренером Рустемом Бекировым познакомилась и наша съемочная группа.
13-летний чемпион Александр Цыков занимается боксом с 11 лет. Его первое серьезное выступление – это всероссийское соревнование памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. И оно венчалось успехом. Он боксировал в тяжелой категории плюс 76. Я готовился усердно, не пропускал тренировки, слушал, что мне говорит тренер, советы его. Ну и так я победил. Ну и так я вышел на такие соревнования на высокого уровня. Тренер Александра – мастер спорта, заслуженный тренер Украины Рустем Бекиров. Он воспитал немало известных боксеров, таких как Сервер Сулейманов, Дилявер и Хайсер Сейдаметовы. Рустем Бей говорит, что турнир, в котором победил Александр – это шаг к осуществлению мечты. На этом турнире был отбор в сборную команду России для подготовки на чемпионат Европы. Это младшие юноши 13-14 лет. Мы повезли своего боксера. Всего поехало 4 человека. 2 мальчика поехало с Кольчугина, 1 мальчик поехал с Бахчисарая. И наш тяжеловес поехал с Ялты. Ну, Сысов, наш мальчик, стал 3-м. Ну, для него это, я считаю, что очень хорошо. Первый выезд. Он стал 3-м и включили его в сборную команду. Теперь Саша Сысов будет готовиться в составе сборной команды на чемпионат Европы. Благодаря детскому юношескому спортивному центру Федерации бокса города Ялта спортивному клубу имени Абидхан Султана осуществилась поездка на соревнования. Благодаря слаженной работе Федерации бокса, финансирование на эти соревнования предоставила Федерация бокса и Ялты, потому что за счет нашего центра пока не получается возить на такие соревнования серьезные, как в Москву и другие регионы нашей Родины, потому что это очень все дорого. Но одного человека, достойного парня, который действительно занял место, нашли средства, изыскали и стараются, помогают именно боксу. Вот наш это Сейдаметов, Дилявер и Сейдаметов Хайсер помогают ребятам именно выехать, чтобы они занимали места. В клубе имени Абидхан Султана регулярно проходит ряд международных и республиканских соревнований. Администрация Ялты содействует в организации чемпионатов. В течение 6 лет клуб организовывает международные турниры при поддержке главы администрации города Ялты Андрея Олеговича Ростенко. Администрация будет прилагать все усилия для дальнейшего развития клуба, для организации международных турниров, также на территории города Ялта. Александр Цыков вошел в сборную России и уже готовится к чемпионату Европы среди юношей. Сборы начнутся в январе следующего года в Анапе. София Шукурова, Мавилия Юп, Умир Мустафаев, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается, но информационная служба Хаберлер продолжает следить за новостями и готовить следующие выпуски. Желаю вам приятных выходных. Всего доброго!